Северную Осетию прибыл посол Ирана в Москве. Политик выразил надежду на сотрудничество между Россией и Ираном с помощью нашей республики. Фрукты и овощи из Ирана в Россию через Северную Осетию. Такой маршрут импорта сегодня на встрече с председателем правительства республики Сергеем Токоевым предложил посол Ирана Мехди Санаи. Раньше товары попадали в нашу страну через Азербайджан и Дагестан. Теперь путь можно сократить с помощью военно-грузинской дороги. Иран хочет использовать новые дороги для доставки своих овощей и фруктов круглогодично. Посла Мехди заинтересовало производство биноклей ночного видения. Этим занимается завод Баспик. Иранские политики уже закупают это оборудование, но в то же время хотят расширить границы сотрудничества. Говорили и об обмене студентами. Сергей Токоев сказал, что готов оказать максимальное содействие. Северная Осетия может играть серьезную роль. Я думаю, что в результат нашей поездки, данных встреч, которые состоятся, мы увидим прогресс в наших взаимоотношениях. Но и здесь большой потенциал для сотрудничества в области культуры, в области образования. В бизнес-инкубаторе IT-парка «Алания» прошла презентация Европейского информационно-консультационного центра. Торгово-промышленная палата представила молодым предпринимателям новые возможности для развития бизнеса. Информационный центр бесплатно консультирует остинских предпринимателей, помогает им выходить на межрегиональный и международный рынок. По словам президента Торгово-промышленной палаты Казбека Туганова, молодое поколение несет с собой новые идеи и нуждается в помощи. Большим удовольствием пообщались с молодыми предпринимателями, которые в бизнес-инкубаторе находятся, они занимаются различными отраслями, мне это было особенно приятно. Торгово-промышленная палата представила для них евроинфокорреспондентский центр, презентовала возможность, которая у них появляется в связи с сотрудничеством с этим центром по выходу на внешние рынки, на межрегиональные рынки. Под лозунгом «Мы выбираем жизнь» в 11-й Владикавказской школе прошла акция против наркотиков. В ней приняли участие старшеклассники, учителя, сотрудники республиканского наркологического диспансера, а также выдающиеся спортсмены. Ребята представили видеоролик, где показали, как негативно влияют наркотики на здоровье человека. В акции также поучаствовали и бывшие наркоманы, которые на своем примере рассказали молодежи о вреде этой смертельной привычки. На встрече каждый из участников мог задать интересующий его вопрос. Мы должны, конечно, встречаться с учениками и с учителями школ. И, конечно, надо, чтобы у них были беседы с врачами, о чем сейчас мы говорили, доверительные беседы, где не должны присутствовать ни учителя, ни родители, только врач, которому они доверяют задавать вопросы. И я думаю, что они услышат очень много неизвестного и интересного для себя. В Осетии проходят съемки фильма «Тели и Толи». За 4 месяца работы уже снято 13 эпизодов. В актерском списке фигурируют такие артисты, как Каха Кавсадзе, Анатолий Диваев, Дагун Омаев и Нануля Сараджашвили. Эти имена на слуху у каждого, кто хоть немного знаком с остинским кинематографом. Создатели лирической комедии встретились с журналистами в Доме правительства. Говорили о возрождении кинематографа, о межнациональных отношениях и о том, что народы Кавказа хотят жить вместе, но кто-то и что-то этому препятствует. Картина «Тели и Толи» должна стать реальным шагом к созданию киностудий в Северной Осетии, где уже есть хорошие традиции игрового кино. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Я вообще заранее, честно говоря, боюсь говорить, что это будет. Я могу сказать только одно, что это очень интересная группа, которая работает над этим фильмом. Но сказать заранее, что это вот так хорошо будет, все прекрасно, это я могу, знаете, я верю в актерские приметы, в актерские только. Вот. И я не буду говорить ничего. В музее Туганова открылась выставка художника Таймураза Айларова. Заслуженному деятелю искусств исполнилось 75 лет. Экспозиция подводит итог творческим поискам художника. В каждом из 3 залов музея представлены сочные и образные картины в разных жанрах. Портрет, пейзаж, натюрморт. Творчество Таймураза Айларова рассчитано на тех, кто любит экспрессивную живопись. Персональная выставка продлится до 27 сентября. И хотя автор назвал ее итоговой, останавливаться на достигнутом он не собирается. Маленьким мальчиком мне было, наверное, лет 7-8. Смотрел, как он создавал картину. Это вообще было для меня просто
улететь. Искусство это вот как революционер тоже, да? Он даже семью не должен заводить, полностью должен себя посвятить.